О необходимости изменения законодательства Абхазии в части борьбы с коррупцией в нашей стране говорят не первый год, а если точнее, с 2012 года. Члены инициативной группы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс страны, в частности, ввести уголовное наказание за так называемое незаконное обогащение, а также ввести конкурсный отбор для госслужащих. Инициативная группа намерена вынести законопроект на обсуждение в парламент. Будут говорить, да, мы не против, но надо изучить и так далее. И вот это изучить, оно продолжается очень давно. Оно продолжается с 2012 года. Мы меняем соперников. Сначала кто-то во власти, кто-то в оппозиции, потом наоборот. А мы по-прежнему пытаемся эту идею продвинуть. Злоупотребление должностью или властью с целью собственной выгоды – наиболее точное определение термина «коррупция». Во всех цивилизованных странах мира существует законодательство, призванное бороться с этим злом. Главная задача инициативной группы – распространить идею, чтобы как можно больше людей подключилось к продвижению принятия парламентом статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции. Наша задача – растиражировать идею, сделать так, чтобы парламент принял этот закон, и коррупционер вместе со своими прикормленными отморозками на улице, группами блогеров, он просто будет противопоставлен народу Абхазии. Если у него есть хоть крупица здравого смысла, единственное, что он может сделать, это сказаться больным и уйти из госслужбы. Если этот инстинкт самосохранения отсутствует, я думаю, их ждет очень долгий, нудный, мучительный закат коррупционной карьеры. На собрании выступили общественные деятели, которые высказались в поддержку принятия 20-й статьи Конвенции ООН. Чтобы как можно больше людей узнали о данной инициативе, предлагалось чаще проводить встречи с общественностью, молодежью, представителями различных партий и движений. Было озвучено предложение вынести этот вопрос на общенародный референдум. Наше пожелание, ради чего мы всех вас собрали, его может решить только исполнительная власть и законодательная власть. И со исполнительной властью у нас были встречи, в том числе в эфире абхазского телевидения, и с законодательной. Все нам говорят, что мы вас поддерживаем, вы правильную инициативу имеете, но, как и сейчас, вот на эту встречу к нам обещали прийти депутаты парламента, те, которые нас поддерживают. Один-двое есть реально, которые нас поддерживают, но публично, которые говорили, что мы вас поддерживаем, 150% обещали Астамуру Гакали, что если будут, вы их здесь видите, их здесь нету. Это вот, к сожалению, с таким отношением мы столкнулись. Депутат Народного собрания Астамур Логуа, который присутствовал на встрече, поддержал обсуждаемую инициативу. Кроме того, он пообещал, что на ближайшей сессии будет инициировать создание рабочей группы, в которую войдут и общественные деятели, чтобы как можно быстрее рассмотреть и принять закон о противодействии коррупции в нашей стране со всеми необходимыми поправками.